Уважаемые участники хакатона, мы продолжаем наше мероприятие. Наше мероприятие проводится, по сути, нон-стоп, и буквально к выступлениям предыдущих спикеров я сделаю несколько комментариев. Мы продолжим непосредственно по нашей сегодняшней программе. Наши уважаемые спикеры, которые демонстрируют в рамках своих выступлений проектные задачи, приглашают непосредственно вас стать участниками по разработке реальных продуктов, которые могли бы действительно быть использованы в самых разных ситуациях, обстоятельствах. И сегодня мы как раз, конечно же, об этом будем говорить на завершении хакатона, на представлении, собственно, данных проектных заданий, по технологии работы с ними и так далее. Ну а сейчас мы с вами имеем возможность непосредственно задать все вопросы, которые касаются, в общем-то, нашей с вами профессиональной деятельности, наших с вами трудовых отношений с работодателями, не только, и так далее. И, соответственно, мне хотелось бы представить в самом начале нашего спикера. Я представляю вам Сергея Владимировича Гоголева, являющегося главным правовым инспектором Комреспубликанской организации работников народного образования и науки Российской Федерации. Уважаемые участники, я напоминаю, что у вас есть возможность задавать вопросы в чате, мы обязательно на них ответим, и непосредственно во вкладке «Вопросы», которая находится, как вы видите на экране, в верхнем непосредственно правом углу. Я думаю, что Сергей Владимирович готов будет ответить на все ваши вопросы, которые возникают в связи с этим, и в адрес оргкомитета у нас поступило несколько предварительных вопросов, которые касались в основном специфики трудовых отношений в условиях непосредственно пандемии, то есть меняются они как-то или нет. Еще одно из направлений – это, конечно же, все те новые тенденции изменений, которые связаны с областью права, связаны с изменением в образовательном, по сути, праве. Я предоставляю слово Сергею Владимировичу для подготовки ответа на вопросы. Спасибо, Александр Викторович. Хотелось бы начать с того, что занять ваше время, это минут 5-10, это будет как бы небольшая лекция, где остановиться, например, на проблемах, которые есть сейчас в образовательных организациях, на рабочем времени, распределение, потому что очень часто такие рабочего времени педагогических работников очень часто возникают данные вопросы, исходя из практики. Но начнем. Анализ правовой практики организации деятельности образовательных организаций показал, что есть негативные тенденции, они следующие. Первое – это неисполнение либо игнорирование норм действующего законодательства администрации общеобразовательных учреждений, не только общеобразовательных, а вообще. Неумение использовать правовые механизмы, осуществление своих защите законных интересов педработниками и отсутствие у педработников мотивации к использованию возможностей действующего образовательного права. В связи с тем, что у нас были введены профстандарты, сейчас получилась следующая ситуация, что новыми профстандартами утверждены педагог, можно сказать, воспитатель, учитель, охватывает педагогическую деятельность в сфере дошкольного, начального, основного, среднего образования. Была введена такая общая должность, как специалист в области воспитания. Туда у нас вошли социальный педагог, старший вожат, педагог-организатор, воспитатель, тьютор, педагог-библиотекарь. Согласно действующей номенклатуре должностей, основные руководители образовательного процесса, то есть директора и заместители, к категории педработников не относятся. Хотя в общем представлении они в нее все-таки попадают. У педагогических работников, согласно закону об образовании Российской Федерации, есть академические права и свобода педагога. Туда относятся такое, как свобода преподавания, выражения мнения, свобода выбора форм, средств, методов и обучения и воспитания, право на разработку, а также применение авторских программ, которые бы соответствовали ФГОС. Право на выбор учебных пособий с оглядкой на федеральный перечень учебников, который периодически меняется. Право на участие в разработке образовательных программ и компонентов, право на осуществление творческой и инновационной деятельности, право на бесплатное пользование информационными ресурсами,
право на объединение общероссийские профессиональные организации, право на обращение в комиссию по урегулированию споров. Академические права следует учитывать, что они должны соблюдаться с учетом прав и свобод других участников образовательного процесса и требований законодательства, а также норм профессиональной этики, закрепленных в локальных актах. К трудовым правам относятся и социальным гарантиям педагогов. Это право на сокращенную продолжительность рабочего времени, право на дополнительное образование не реже 1 раза в 3 года, право на ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск, право на длительный отпуск сроком для 1 года. Также есть право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. И кроме того, для педагогов, которые находятся в сельской местности, есть право на компенсацию жилищно-коммунальных услуг. Помимо прав имеются и обязанности педагогических работников. Это обеспечивать реализацию преподаваемых учебных предметов, соблюдать устав организации и правила внутреннего трудового распорядка, уважать честь и достоинство в образовательных отношениях с участниками, развивать у обучающихся познавательную активность и творческие способности, применять педагогически обоснованные формы, методы обучения и воспитания, систематически повышать свой профессиональный уровень, проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности, проходить предварительные, периодические, внеочередные медосмотры, также проходить обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. Исполнение педагогом обязанностей учитывается при прохождении аттестации. Учитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возможных на него обязанностей. Хотелось бы отметить, что раньше, например, этика, профессиональная этика рассматривалась именно с этической точки зрения. Сейчас же нормы профессиональной этики в настоящее время это получается уже не с этической точки зрения, а с правовой, как трудовые обязанности педагогического работника. Хотелось бы побольше остановиться на распределении времени педработников, так как там происходит очень много вопросов. В первую очередь, рабочее время педагогических работников у нас регулируется 2 приказами. Министерство образования Российской Федерации еще до его разделения на 2 министерства было принято эти приказы. Это 1601 и 536 приказы. В них, согласно приказу 1601, утверждены должности и ставка, то есть нормированная часть заработной платы за ставку. Это такие, как учитель 18 часов в неделю, идет дальше перечисление всех должностей. Вообще деятельность включает в себя как учебную, воспитательную, индивидуальную, методическую, подготовительную, организационную, диагностическую, по ведению мониторинга и иную, предусмотренную должностными обязанностями. В нормируемую часть работы педработников она определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия, независимо от их продолжительности, а также перерывы между ними. Преподавательская нагрузка регулируется расписаниями, которые утверждаются в образовательных организациях. В подавляющем большинстве случаев расписание занятий утверждает директор. Самостоятельно педагогам регулируется подготовка к организации и работе по обучению и воспитанию, также участие в разработке рабочих программ, курсов, дисциплин, изучение индивидуальных способностей и интересов, склонностей учеников. Есть другие способы регулирования времени педагогов. В первую очередь это трудовой договор и дополнительное соглашение. В этих документах должно быть указано выполнение видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях прибавки к оплате. Речь идет о таком, как классное руководство, проверка тетрадей, заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими и так далее. В трудовом договоре обязательно указывается содержание работы, сроки выполнения и размер оплаты. Правилами внутреннего трудового распорядка это ведение журнала и дневников обучающихся в электронном или в бумажной форме, дублирование и ведение
и в бумажной форме, и в электронной является незаконным. Должна быть выбрана одна форма, и она должна быть утверждена в правилах внутреннего трудового распорядка. Планы и графики утверждаемые локальными актами. Это выполнение обязанностей, связанных с участием в педагогических и методических советах. Также локальными актами должно быть утверждено дежурство, как в соответствии с приказами Минобраза. Это может быть до 20 минут, до начала занятий и после. В 536 приказе указано калькулярное время. Что оно, как должно быть использовано? Оно используется для дополнительного профессионального образования. Режим педагогов, принятых в образовательную организацию в период летних каникул, определяется в пределах продолжительности рабочего времени или нормы часов в неделю. То есть, если это школа и принят на должность учителя, то за ставку заработной платы, то есть за одну ставку, получается, что 18 часов в неделю. Периоды отмены и приостановки занятий для учеников в отдельных классах или во всей школе по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям считаются рабочим временем. При этом педагоги привлекаются к выполнению работы в порядке на условиях, предусмотренных для времени каникул. Заранее поступили 4 вопроса. Первое. Основные изменения в трудовом законодательстве, которые должны учитывать молодой педагог. В 2020 году, но он еще не закончился, у нас изменился в первую очередь, и вы должны это учитывать, минимальный размер оплаты труда. Были введены электронные трудовые книжки. До вот этой пандемии все должны были определиться, написать заявление до 30 июня о том, что они остаются на бумажном либо в электронном виде, но в связи с пандемией коронавируса был срок увеличен до 30 декабря 2020 года. Также вступил в силу новый календарь производственный, появился новый документ вместо СНИЛС. Это как раз касается молодых специалистов, что молодые специалисты при приеме на работу требуют новое уведомление из ПФР вместо СНИЛС. Это установлено постановлением Пенсионного фонда от 13.06.2019 года номер 335. В документе также будет информация, что и в СНИЛСе, то есть фамилия, имя, отчество, номер свидетельства, дата рождения, пол, место рождения. Но бумажный СНИЛС сейчас уже не выдается. Также в проекте есть проекты изменения, которые хотел бы тоже акцентировать. Их 3. Первое – это узаконит электронные заявления для работников. То есть если сейчас это действует только на дистанционной работе, то хотят это сделать для всех работников, то есть в электронном виде. Изменяется в Трудовом кодексе сроки выплаты отпускных. Если раньше, точнее сейчас, это будет что до 3 дней, то есть не позже 3 дней, то в Трудовом кодексе есть предложение жестко установить 3 дня. То есть за 3 дня обязательно должно быть выплата отпускных. Также хотят установить сроки выплаты для внеплановых отпусков. Это то есть внеплановый отпуск, это который не соответствует графику отпусков, который утверждается в декабре предшествующего года на Новый год. Сейчас в законодательстве по этому вопросу как бы небольшой пробел, хотят вот это изменить. Следующий был вопрос. Регулирование трудовых отношений в ситуации пандемии. Можно ли ситуацию пандемии считать сменой условий труда? Меняются ли при этом условия оплаты труда? Так, вот этот вопрос, он довольно-таки как бы дискуссионный и он сложный, потому что в Трудовом кодексе не оказалось в полном объеме процедура описана. Сейчас есть 2 возможности, чтобы это не нарушать законодательство. Первое – это заключение дополнительного соглашения к трудовому договору в связи с изменениями условиями трудового договора. И второе – это оформление временного перевода на срок до 1 месяца. Это различные 2 процедуры. Также хотелось бы еще акцентировать внимание, что у нас очень любят делать небольшие трудовые договора, то есть в которых очень много отсылочных норм.
исходя из практики, то есть не прописывать досконально. Если же, например, в трудовом договоре не было прописано, что рабочее место является там, школа номер такая-то или детский сад номер такой-то, и указан адрес, да, например, конкретный адрес именно в трудовом договоре, то тогда, в принципе, работодатель может вести дистанционную работу без дополнительного соглашения. Если меняется ли оплата в этих условиях, то есть, по идее, оплата не должна меняться, но вы все знаете, что у нас есть из стимулирующих выплат так называемые премиальные, премия. Премия, то есть, это не постоянная выплата, она может меняться в зависимости от результатов работы педагогического работника. То есть должна быть произведена оценка этих работ, и, в соответствии, выплачивается она, либо нет. Все остальные выплаты должны сохраняться. Как законодательство регулирует удаленный режим работы? В Трудовом кодексе Российской Федерации есть целая глава, посвященная урегулированию дистанционной работы. Она звучит как глава 49.1. Там прописаны как общие положения, особенности заключения и изменения условий трудового договора о дистанционной работе, он именно так называется, особенности организации и охраны труда дистанционных работников, особенности режима рабочего времени и времени отдыха, а также особенности прекращения трудового договора о дистанционной работе. Следующее. При каких условиях, основаниях работодатель может отозвать работника из отпуска, например, для сопровождения ЕГЭ? Если предполагаемый период отпуска меня не устраивает, как мне отстоять его, если работодатель аргументирует его перенос производственной необходимостью? Но, во-первых, хотелось бы сказать, что в соответствии со 125 статьей Трудового кодекса отозвать вас из отпуска без вашего письменного согласия, подчеркиваю, письменного согласия, невозможно. То есть, если вам дают приказ во время нахождения у вас в отпуске об отзыве из вас, чтобы с ним ознакомиться, и вы его расписываетесь, то вы с ним ознакомились. Это не значит, что вы дали свое письменное согласие. Смотрите, пожалуйста, в приказе сейчас очень сильно любят писать, то есть идут на хитрость, пишут «ознакомлен» и «согласен». То есть у вас есть полное право вычеркнуть слово «согласен», оставить просто «ознакомлен», поставить дату и подпись свою. Это не значит, что вы дали свое согласие на то, чтобы вас отозвали из отпуска. То есть есть вообще категории людей, которых отозвать из отпуска не могут. Ну, это работники в возрасте до 18 лет, беременные женщины и работники, занятые на вредных и опасных условиях труда. Но к нам это не относится, к области образования. Поэтому, пока вы не дадите свое письменное согласие, от отпуска вас никак не отозвать. К тому же вот эта расплывчатая формулировка в связи с производственной необходимостью, работодатель, если вы не соглашаетесь, привлекает вас дисциплинарная ответственность, то в судебном порядке, когда будет сниматься она, работодатель должен будет доказать, что это такая за производственная необходимость. И зачастую документально подтвердить именно производственную необходимость у работодателя нет такой возможности. И что касается ЕГЭ. Совсем недавно было выступление временно исполняющего обязанности главы Рособорнадзора Анзора Музаева на онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня», касающейся ЕГЭ, где задавалось различные вопросы, где было сказано конкретно, что учителя могут отказываться от работы организаторами ЕГЭ, и никакие к ним штрафные санкции применяться не могут. Если какая-то образовательная организация будет привлекать дисциплинарно, либо еще каким-то действием педагогов, отказавшихся от быть организаторами ЕГЭ, то Рособорнадзор готов принять и рассмотреть все обращения и принять соответствующие меры к руководителям данных организаций. Из вопросов, которые задавались заранее, подготовленные, они все закончились.
Сергей Владимирович, я напоминаю, уважаемые участники, у нас есть возможность, вернее, у вас есть возможность задать вопросы Сергею Владимировичу. Вы можете писать их в чате, вы можете фиксировать данные вопросы в соответствующей вкладке «Вопросы», которые находятся в правом верхнем углу. Мы их ждем, но вот в своем выступлении вы назвали два момента. Это профстандарт, который будет, наверное, все-таки вводиться и рассматриваться как некая рамка для оценки профессиональных компетенций педагога, да? Ну, например, там, учителя или воспитателя или и так далее. Вот в целом, как этот документ, да, может быть внедрен в образовательную организацию? То есть что делает руководитель и что в этом отношении он должен сделать относительно работников? Потому что, например, подготовка в рамках, например, высшего образования по тем же компетенциям не всегда совпадает с теми трудовыми действиями, обобщенными трудовыми функциями, которые в этот профстандарт заложены. И у нас уровни подготовки могут быть тоже разные. Это уровень бакалавриата, уровень магистратуры и так далее. Вот работодатель принимает решение о введении профстандарта. Вот что он должен делать дальше с работниками и так далее. То есть как он может их информировать и прочее. Ну, во-первых, профстандарты сейчас еще приняты не по всем должностям, да? Да. Раз. Параллельно с ними действуют, то есть профстандарты уже приняты, они внедряются частично. Параллельно с ними действует единый квалификационный справочник педагогических работников, где переписаны должности, их квалификация, обязанности. В профстандарте также. Если взять профстандарт, конкретно открываешь, когда его, там будет видно, что по одной должности есть различные квалификации. То есть вот это касается там бакалавриата, касается магистратуры, там у кого-то еще специалитет, когда он был. Там как раз это есть. Когда вводится профстандарт, то в организации издается локальный нормативный акт о том, что начинают им использовать его в плане тех же должностей. То есть это не значит, что вот у одних будет профстандарт ввели, и он распространяется там на всех абсолютно. Я имею в виду не по должности, а вообще на всех. Пока не будут введены все профстандарты, этого будет для себя уяснить. И будет действовать два: единый квалификационный справочник и профстандарт. Принимается локальный акт, ставится в известность персонал, педагогические работники, он начинает действовать. Но смотрите, это профстандарт, он будет действовать на вновь принимаемых на работу сотрудников в первую очередь. То есть он, получается, когда вводят профстандарт, это не значит, что автоматически будет аттестация на занимаемую должность. Это не значит совершенно, что нет. Так не должно происходить. В законодательстве это как раз и указано, что так нельзя делать. То есть когда принимается новый работник и введены профстандарты в образовательной организации, его знакомят и принимают по данным профстандартам. Также хотелось бы вам... Есть такой нюанс в профстандартах, там прописаны обязанности должностные. И там есть такое в профстандартах, прямо написано, что они могут расширяться. Но они могут расширяться в рамках должности. То есть перехлёста одной должности, перехода, например, обязанностей по профстандарту в другую должность, такого не должно быть. То есть, например, я сейчас... педагог русский, математики, например, да? То есть у него прописано, что он там должен знать обязанности, что он должен выполнять. И, например, взять и обязать его в рамках его должностных обязанностей из, например, обязанностей, например, заместителя директора, либо завуча, и воткнуть туда по той же отчетности, предоставлению, постоянное заполнение. Вот это нельзя, потому что это отдельная работа, которая должна отдельно оплачиваться и регулироваться дополнительным соглашением к трудовому договору. То есть, по сути, профстандарт применяется для вновь прибывших, то есть для поступивших на работу впервые, возможно, да, или в эту организацию? В эту организацию, да. То есть, если он работал, допустим, в другой общеобразовательной организации, либо в детском саду, либо в СПО,
но стандарт применяется, значит, к нему он тоже применяется фактически. То есть вот этот момент и этот нюанс мы, конечно же, должны учитывать. По сути, профстандарт при приеме на работу может быть использован для отказа, например, в приеме, если претендент не соответствует каким-то определенным требованиям. Ну, там в первую очередь требования образования, требования квалификации, то есть это расписано, да, это является основанием. Ну, главное это все оформить правильно, то есть это должно быть в письменном виде оформлено и является отказом, да, в приеме на работу, обоснованным. Уважаемые коллеги, я еще раз напоминаю, что у вас есть возможность задать вопросы. Вы можете написать нам в чате, либо во вкладке «Вопросы». И второй момент, который вы обозначили, это то, что профессиональная этика, она уже в данном случае не регулируется какими-то только этическими соображениями и прочее. Да? И она уже переходит уже в плоскость правовую, так скажем. Да? То есть когда... Ну, например, мы довольно-таки часто слышим и, может быть, видим ситуации, которые достаточно часто представлены и в СМИ, и на телевидении о взаимоотношениях учителей, либо преподавателей и, соответственно, учащихся и студентов и так далее. То есть вот иногда там, методы воздействия, да, которые когда-то были действительно, может быть, эффективны и доступны, сейчас они уже рассматриваются непосредственно в контексте правовой, так скажем, области. То есть, например, это мера психического воздействия и так далее. То есть вот если такая ситуация складывается непосредственно, да, а я думаю, что она может возникнуть в любой образовательной организации, о чем должен помнить непосредственно молодой педагог? То есть вот когда конфликтные отношения, взаимодействие, допустим, да, перерастает уже вот в такое вот глубокое конфликтное противостояние. Ну, в первую очередь, конечно, не доводить до этого противостояния, это раз. А второе, для себя самое главное в голове держать о том, что именно вот сейчас эти этические нормы поведения педагогических работников, то есть они должны быть утверждены, ну, кодекс соответствующий, так называемый, да, и для себя как бы делать зарубку о том, что это входит уже, то есть эта этика входит в должностные обязанности, то есть со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что это за собой подразумевает? Это подразумевает то, что если происходит какая-то конфликтная ситуация, где себя некрасиво ведет, либо подозревается в том, что некрасиво себя вел педагогический работник, да, то начинается, во-первых, правовая процедура. Это привлечение к дисциплинарной ответственности, либо привлечению, либо отказу в привлечении к дисциплинарной ответственности. В первую очередь это должно быть взято объяснение в письменном виде. И хочу подчеркнуть, что это письменное объяснение с работника, у работника есть целых 2 дня рабочих, чтобы его дать, то есть с момента запроса. То есть как попросить, то есть не надо сразу садиться и расписывать сию минуту, да. У вас есть целых 2 дня, чтобы нормально его написать. Если вы не можете писать, например, обратиться в профсоюз свой, в первичную профсоюзную организацию, к специалистам, которые могут с правовой точки зрения вам помочь. Дальше, после того, как вы ее напишете, передать это работодателю, и работодатель должен произвести уже оценку со всеми имеющимися, то есть провести, смотреть ваше объяснительное, посмотреть, если есть там видеозаписи, аудиозаписи, какие-то слова других участников данного ситуации, и вынести уже решение в соответствии с законодательством. То есть и у нас есть всего 3, да? Он должен, во-первых, еще оценить тяжесть, и это все должно быть отражено, тяжесть содеянного, если она была содеяна. То есть это должно быть все отражено в документах, а не просто это все сделано на словах. И вынести либо выговор, либо замечание, либо увольнение, затяжка получается. Да? В принципе, все. Правильно ли я понимаю, что работники, они напрямую участвуют в формировании этого кодекса внутриобразовательной организации, который принимается? Либо это решение работодателя? Нет, это работники в этом участвуют. Во-первых, если есть профсоюзная организация, то есть через нее, потому что это является локальным нормативным актом, который в соответствии с Трудовым кодексом должен согласовываться с представительным органом работников, в частности, с первичной профсоюзной организацией.
Тогда, когда это все прописывается, ну, на основании федерального, получается, когда есть рекомендации там какие-то, все это принимается. То есть фактически мы можем принять активное участие в разработке данного документа, и самое главное условие для того, чтобы не допустить подобного конфликтного противостояния, это, конечно же, принятие данных этических принципов, и не только. Уважаемые участники, у вас есть возможность задать вопросы. В данном случае еще раз напоминаю, что вы можете их писать в чате, если вас что-то непосредственно интересует. Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, как при необходимости к вам могут обратиться непосредственно участники нашей сегодняшней встречи? Вот. И мы поняли, что, конечно же, это в первую очередь первичная профсоюзная организация. Обязательно в ней состоять или нет? У нас ситуация следующая, что, вот, например, как к нам вообще обратиться, да? Просто в поисковике, в Яндексе, в Гугле, без разницы, какую поисковую систему вы используете, вводите профсоюз образования Республики Коми. Первая строка, которую он выдаст, будет наш сайт. В него заходите, там есть контакты, там указаны и председатели Иванова Михаила Юрьевича, мои и других специалистов, которые есть. То есть там есть телефоны, электронная почта. Вы можете воспользоваться данными, позвонить, но есть как бы такая ситуация две. Ну, то есть просто можно получить консультацию, даже если вы не являетесь членом профсоюза, например, да, можно решить вопрос. То есть решить вопрос только возможно с членом профсоюза. То есть это что подразумевает под собой решить вопрос? То есть это получить консультацию, получить документы необходимые, например, в вашей ситуации, и дальнейшее сопровождение вплоть до представительства в суде. Все это будет бесплатно для членов профсоюза. Так что, молодые педагоги, не только принимайте решения о вступлении в первичную профсоюзную организацию, вы видите, чем отличается, собственно, оказание помощи. Вера Валерьевна присоединилась к нам с вопросом: в каникулярное время учитель должен находиться в школе полный рабочий день или столько часов, сколько у него прописано в нагрузке? Ну, то есть, допустим, если у него 2 урока, например, в день, сколько он должен? К примеру, если педагогу выплачивается только 10 часов нагрузки, то может ли администрация школы требовать находиться в школе на протяжении всех каникул полный рабочий день? Согласно приказу 536 Министерства образования Российской Федерации, в каникулярное время нахождение работников, то есть педагогических работников, подчеркиваю, в школе должно соответствовать норме часов учебной нагрузки. То есть, если это 10 часов в неделю, то 10 часов в неделю. То есть должен быть, если 18, то 18. То есть нет такого понятия, у нас до сих пор зачастую путают, что такое рабочий день педагогического работника, да? Что он якобы должен быть 36 часов в неделю, исходя из этого ты должен там с 9 или с 8 утра, с 7 утра вот этот, находиться вот эти 8 часов, 100%. Нет. Так, это не так совершенно. В своей, когда я говорил, вот сейчас выступление, есть время педагогического работника делится на 2 части, и они совершенно не равны. Первое, это которую можно выразить в часах, то есть это учебная нагрузка, проведение занятия раз. И вторая, которую невозможно. Это подготовка к урокам, участие в методических советах, в родительских собраниях, ну и следующее. Кому-то нужно из педагогов подготовиться к работе, грубо говоря, 30 минут, а кому-то необходимо 2 часа. Да? И это невозможно определить. И 536 приказ конкретно к этому вопросу говорит, что если у вас установлена учебная нагрузка 18 часов или 10 часов, каникулы вы находитесь 10 часов в неделю, не больше. И требовать от вас, чтобы вы там что-то еще делали, находились нельзя. То есть получается фактически, когда директор издает, например, приказ о том, что рабочее время в каникулярные дни с 9, условно говоря, там, до 12 или с 10 до часу, по сути, не правомочно. Да? Если это касается педагогических работников, подчеркиваю, то есть не технический персонал, не административный, то есть туда входит, я в своей сейчас тоже выступлении говорил, то есть все считают, что, например, тот же директор, заместители его, это педагогические работники, согласно единому квалификационному справочнику, не являются педагогическими работниками. Да, мы вас тоже, Вера Валерьевна, благодарим за то, что вы интересуетесь. Еще раз обращаем ваше внимание.
Можно ли пользоваться отгулами в учебное время и можно ли требовать их оплаты? Виктор Иванович задает вопрос. Виктор Иванович, смотрите, такого понятия сейчас, как отгулы, да, в принципе, в законодательстве этого нет. Есть отпуск за свой счет, получается. У вас в коллективном договоре должны быть прописаны, когда и в каких обстоятельствах он предоставляется. Я не беру отпуск в течение года, который есть у педагогических работников. Да, это совершенно отдельная тема, и она регулируется постановлением правительства Российской Федерации, там порядок принят соответствующий. А именно касающийся так называемых отгулов, то есть когда работник что-то делает, и ему за это, вот именно этими отгулами говорят, что ты когда-то их получишь, и вообще понятие отгул и отпуск за счет не предоставляет понятия об их оплате. То есть если вы пользуетесь отпуском за свой счет по каким-то основаниям, которые есть в коллективном договоре, то он оплате не подлежит. И получается, у вас этот даже день не попадает в специальный стаж на пенсию. Имейте это в виду. Надеемся, Виктор Иванович, мы прояснили данную ситуацию, но, наверное, это как раз ситуация, когда тебя просят выполнить, может быть, дополнительную какую-то работу либо функции, а за это непосредственно предлагают, в общем-то, так называемый отгул. Да? И еще, смотрите, хотелось бы сказать, вот что когда просят вот что-то сделать, а потом это и все происходит это на словах, да, то работнику зачастую очень тяжело дальше получить так называемые вот эти отгулы, либо оплату. То есть если нет какого-то приказа о привлечении к работнику какой-то работе, да, и его, например, письменного согласия на это, то получить оплату за эти действия, либо вот получить неоплачиваемые дни, либо какие-то оплачиваемые дни к основному отпуску, либо в другой период, будет невозможно. Поэтому, соглашаясь на выполнение определенных трудовых функций, обязательно следите, чтобы у вас, соответственно, были данные действия подкреплены приказами. Обязан ли учитель сдавать завучу отчеты по результатам ВПР, ЕГЭ или итоговым годовым работам и так далее? До конца понял. Александр Валерьевич. Ну вот смотрите, вот эти все отчеты, которые есть, да, если мы откроем профстандарт педагога, да, единый квалификационный справочник педагогических работников, про отчеты нигде нет ни слова. На прошлых, по-моему, хакатоне у нас было, когда это в ИГУ, да, было, да. Мы делали как раз по этому вопросу, по отчетности педагогических работников, подготавливали материалы. На основании там, позиции Россоборнадзора, Министерства образования Российской Федерации, там черным по белому указано, что вот эти все требования, которые дополнительные, их нет в должностных обязанностях педагогического работника. Они, которые утверждены там профстандарт и единый квалификационный справочник, они могут быть у вас введены локальными нормативными актами в должностных обязанностях. Но опять же, смотрите, если это записано в трудовом договоре, в обязанностях работника, да, либо в должностной инструкции, если это есть, то тогда, в принципе, должно быть. Но оно не должно быть гипертрофировано, то есть там отчет на отчете и отчетом погоняет. Есть определенный перечень небольшой, который может в этом быть. То есть, опять же, о чем я говорил, что должностные обязанности, в профстандарте должностные обязанности могут расширяться, да, но не за счет других должностей. То есть, если это в обязанностях, например, заместителя, завуча, да, тех же сдачи вот этих отчетов, подготовка их, то их переносить на педагога, то есть того же учителя, там, воспитателя или еще кого-то, это будет незаконно. Так нельзя делать. То есть это надо будет оспаривать, если это вам меняют в обязанности ваши должностные, а у вас это не записано в трудовом договоре и не записано в должностных инструкциях, это 100% нарушение. Поэтому, Александр Валерьевич, вы можете обратиться к тем документам, которые вы подписали, и посмотреть, есть ли действительно в должностных обязанностях, либо в вашем трудовом договоре строчка о предоставлении, в данном случае, отчетности.
И как подчеркнул Сергей Владимирович о том, что, конечно, данная ситуация имеет место быть, но она не должна быть гипертрофированной. Уважаемые коллеги, если у вас возникнут какие-либо вопросы, Сергей Владимирович сказал, как можно выйти на наш профсоюз в данном случае, поэтому вы можете писать, я думаю, что звонить, да, при необходимости, и вы получите, соответственно, поддержку. Мы благодарим вас за участие в нашей встрече, и буквально через несколько минут мы продолжим нашу работу. До встречи на